Лук – это одно из первых растений, которые начал выращивать человек. Ему насчитывается около 4000 лет с момента оккультирования и начала выращивания. Ни одну кухню мира невозможно представить себе без этого овоща, потому что большинство блюд без его использования кажутся пресными и безвкусными. Разновидностей репчатого лука довольно много, и каждая нашла своих поклонников. Репчатый лук – культура для дачников практически обязательная. Выращивают ее на своих участках буквально все огородники. Для того, чтобы получить большой урожай лука, зачастую приходится затрачивать много усилий. И бывает очень обидно в том случае, если выращенные головки вдруг начинают подгнивать. Самых распространенных заболеваний лука при хранении немного. Это серая шейковая гниль, черная гниль, фузариозная гниль. И встречается также зеленая плесневидная гниль. Они известны и не так часто встречаются на луке, но действительно в последние годы лук стал храниться хуже. И хочу заметить, что в начале эти симптомы проявлялись на участках, расположенных в южных районах нашей республики. В том числе и я лично сам сталкивался, и на протяжении уже 5 лет периодически такие проблемы возникают при хранении лука. Лук очень плохо хранится. Перед нами разные сорта лука. Симптомы поражения у всех одинаковые. Их прислали садоводы, которые обеспокоены состоянием лука при хранении. Но в данном случае симптомы не подходят ни под одно из вышеперечисленных заболеваний. Но в чем же причина? А причина в том, что, по моему мнению, это последствия все-таки изменений, климатических изменений. И это привело к тому, что такое вредное насекомое, как трипс, лучше стало перезимовывать и стало повреждать растения лука. В том числе проникает в луковицу, под чешуей лука и начинает повреждать. Это последствия повреждения трипсом. На территории Российской Федерации распространено примерно около 300 видов трипса. Есть карантинный вид, это калифорнийский трипс, который попал с оранжерейными цветочными культурами. Он тоже перезимовывает успешно в условиях помещений в комнате с комнатными растениями, потом переходит в открытый грунт и повреждает. Луковый трипс – это очень мелкое насекомое, взрослое длиной до 1 мм, а личинки еще меньше. Практически невооруженным глазом сложно увидеть. Вот мы нашли живого представителя на луковице. Вот он бегает. Его много на отмерзших тканях, но так как ткани и чешуи уже темные, его плохо видно, а вот на таком светлом фоне, на фоне здоровых тканей, его хорошо видно. Вот он двигается. Как происходит поражение лука этим насекомым? Когда еще лук растет на грядке в открытом грунте и даже во время просушки, насекомое попадает под чешуи, под сухие чешуи луковицы и там остается. Мы заносим в помещение на хранение луковицу, лук, и трипс потихоньку начинает размножаться. Поврежденные чешуи луковицы меняют свою фактуру, становятся шершавыми, меняется сначала их оттенок, они становятся сероватыми, желтоватыми. Далее, вместе сильного повреждения чешуя начинает вообще усыхать, становится сухой. И на ощупь луковица в месте повреждения становится липкой. Это от выделений насекомых, от
колоний насекомых. Сейчас мы снимем верхние сухие чешуи луковицы и посмотрим, как идет повреждение этой луковицы трипсом. Оно идет неравномерно по всей поверхности, а в первую очередь повреждаются те части луковицы, где покровные сухие чешуи расположены свободно, то есть как раз где им более доступна сочная чешуя луковицы. Вот. Обратите внимание, с одной стороны, где чешуи не было, в первую очередь произошло повреждение трипсом, а где плотно прилегали сухие кроющие чешуи, пока повреждений сильных не видно. Давайте посмотрим луковицу в разрезе, которая только-только начала повреждаться трипсом. Вот обратите внимание, что никаких симптомов инфекционных заболеваний у этой луковицы пока нет. Нет симптомов фузариозной гнили, которая обычно возникает с донца луковицы, ни серой шейковой гнили здесь нет, ни бактериальной гнили, которая поражает внутренние чешуи, тоже здесь нет. А идет повреждение с одной стороны сочной чешуи луковицы. Когда повреждение трипсом настолько сильное, то на луковице появляется инфекция грибковая и бактериальная, которая и приводит к окончательной гнили, к окончательному загниванию луковицы. Когда очень сильно пахнет луковица, это говорит о том, что работают бактерии, это уже бактериальная гниль. Такие луковицы, конечно, в пищу невозможно использовать. Тут практически ничего не осталось для употребления в пищу. Это результат в начале повреждения трипсами, и затем только поселяются на поврежденные чешуи грибная и бактериальная инфекция, что приводит к окончательной гибели луковицы. Как же бороться с трипсом на садовом участке, чтобы не приводило к таким потерям при хранении? Самое первое и главное, нужно соблюдать севооборот, возвращать лук на прежнее место не раньше, чем через 3-4 года. Можно использовать Актору на луке от трипса, можно использовать фитоверм, он тоже используется и рекомендован к использованию на растениях, на овощных культурах против трипса, и многие другие препараты. Инсектицидами можно обрабатывать посадки лука в начале вегетации, чтобы не допустить чрезмерного размножения, распространения трипса на грядке с луком. И нужно вторую обработку обязательно провести с учетом срока ожидания препарата. То есть вот если срок ожидания препарата 30 дней, за 30 дней до уборки вы можете использовать препарат. Если срок ожидания 15 дней, тоже можно использовать препарат за 15 дней до уборки. Для того, чтобы не допустить проникновения трипса в сухие чешуи луковицы, то есть саму луковицу. Во время хранения никакими препаратами, никакими пестицидами нельзя обрабатывать лук. Если следовать советам специалистов, можно не допустить заражения лука вредителями. Уже сейчас садоводы начинают покупать семена, грунты для выращивания рассады, и от того, какой она будет к моменту высадки в грунт, зависит урожайность той или иной культуры. Поэтому так важно подобрать нужный грунт. Сегодня поговорим о замечательном удобрении биогумусе. Настоящее название научное такого вещества – вермикомпост. Оно происходит от слова вермикультура,
что означает черви, значит, выведение калифорнийских червей. Ну, Вергилий называл червя мировым желудком. Проходя через желудочно-кишечный тракт червям, навоз, птичий помет, другие биологические отходы, они подвергаются ферментации. То есть те ферменты, те вещества, которые выделяет червь, они разлагают биологические отходы, и в результате получается продукт, обогащенный различными биологическими стимуляторами. Эти биологические стимуляторы очень положительно влияют на почву. Все дело в том, что торф в чистом виде, он, как правило, достаточно бедный. Поэтому чистый торф, он, конечно, для рассады не пригоден. Она будет там просто голодать. Что может произойти при соединении торфа с биогумусом? Как раз обогащение различными биологическими стимулирующими веществами, обогащение микрофлорой полезной, обогащение элементами питания, потому что раз торф беден как раз фосфором, калием, микроэлементами, то в биогумусе это все как раз есть и в достаточно большом количестве. Ну и улучшение структуры, что немаловажно при выращивании рассады.